доброе утро. Сегодня 2 июля. Так, проснулся уже, время где-то 3 час, еще час отдыхать можем. Прогулялся, вышел, нога начала выть. Вот здесь вот болит. В чем разница между походом и велопокатушками? В походе всегда сложнее. Во-первых, много дней надо тулить, без остановок и так далее, без передыхов особых. Вот такие вот травмы, они накапливаются. Ну что, велопокатушки поехал, ночь отоспал дома, 2 дня 3 отдохнул, все залечил и дальше поехал без проблем. Но несмотря на имеющуюся боль, я проснулся, полюбовался местными красотами и был готов к старту. Время 4:40, стартую во второй день. Дорога ничего пока. Сейчас предстоит преодоление моста. Вот где-то там я ночевал сегодня. Ну что ж, еду я по мосту через речку Кама. Красота. И скорость он идет 28. Круто. Надеюсь, так до Алексеевского сейчас докачусь. Потом будут подъемы, конечно. Река Харовка, оказывается, тут есть еще. Вот она, Кама сама. Из нее река Харовка впадает. А вот место, где я ночевал. Вон оно там. Теперь я еду в сторону Алексеевского и Чистополя. Вот осталась та часть от Казани с севера на юг. Вот, преодолел я, вот там где Сорочьи горы. Развязочка тут небольшая. Вот в ту сторону Булгар. Подъем был сейчас. До этого хорошо шло по мосту вообще. Ну, здесь говорят, перепады сейчас будут. Подъем, спуск, подъем, спуск. Алексеевская была основана в 1710 году по приказу одного из подвижников Петра I Апраксина. И действительно, как только въезжаешь в этот поселок городского типа, видишь очень ухоженное, хорошее и чистое место с красивыми административными зданиями и замечательной церковью. Сюда хочется вернуться вновь. А это Свято-Алексеевский храм. Видно, что построили не так давно. Вот такой он высокий. Колокольни. Золотые купола. А вот отдельно часовня даже есть. Я так понимаю, это центральная часть Алексеевского. Пока что движения нет. Интересные указатели. До храма 30 метров. Вот до святая часовня 20 метров. Ухожено так, круто все. Посидеть можно, отдохнуть. 10 лет освящения храма в воскресенье. Ну, значит, 10 лет назад где-то построили.
Также я узнал, что в данном храме 1 июля проходил фестиваль колокольного звона. Я опоздал буквально на сутки. Было, конечно, немножко обидно. Проехал первую сотку от Казани, еще 1200. Дорога хорошая здесь, но машин много, блин, уже с утра. Где-то в 6 утра уже уйма машин. Плюс подъемы, спуски. Вот сейчас будет подъемище вон туда. Около какой-то деревни. Отъехал от Алексеевского на пути в Чистополь. Вот так вот еду. Ребят, попал в интересное село, называется Сахаровка. Тут церковь деревянная и библиотека деревянная. Деревня такая колоритная, понравилась мне. В следующий раз буду заезжать. Вот так вот. Сейчас на остановке Кутушкино, поселок. Вот он, Кутушкино. Тут из достопримечательностей резкие спуски и подъемы. Тут, там, ну и вот такая вот местность. И машины, которых уйма, блин. Вот такие вот дела. Нахожусь в речке под названием Ручей. В 3 километрах от Чистополя. Ну ничего, сейчас спуск был к Чистополю. От до этого мощные подъемы, резкие спуски, резкие подъемы. Вот сейчас тоже будет подъем. Конечно, тяжеловато. Но уже проехал, считай, 47 километров. Еще 110 на сегодня. Город Чистополь. Первый крупный город на моем пути. Встречает жужжанием и вот такой вот дорогой. Пятерочка выручает. Зашел в магазин, купил картошки и консерву. Вот уже есть что приготовить на ужин. Подъезжаю к центру Чистополя, еду по улице Энгельса. Какой-то парк нашел, где пенсионеры гуляют только. Не знаю, может парк пенсионеров так называется. Деревья здесь такие вековые. Львы и фонтан. Как в Италии. Хороший такой интересный фонтанчик. Собор в Чистополе. Такая громадина. Красивый. Элементы стиля классицизм сразу проглядываются. Видно, что за ним следят очень. Как вдохновляет, можно сказать. Вот такая красота, честно сказать. На картинках одно, а в реалии совсем другое.
Говорят, самое достопримечательное место здесь. Да, действительно. Время без 5:09. Через полчасика буду выезжать в Чистополь. Ну хотя надо еще тут поесть. Виды, конечно, красивые, необычные, очень хорошо оформили все. Тут можно даже купаться сходить. А вот корабль Чистополец. Это как у нас на Орале, вот такие были. Советские еще. Ну, уютненький такой парк, правда, без деревьев вообще. Выехал я из Чистополя. Тут был скат неплохой. Сейчас снова подъемы пойдут. Время 10:10 где-то. Ну, жара адская. После того, как поел, немного легче едется. Сейчас, надеюсь, раскачусь. Скоро до 100 добью, уже 60 есть. 40-ушку проеду сейчас по жаре. Потом где-то буду отдыхать. И потом вечерком добивать уже часов до 8 вечера. Надо сегодня найти привал. Чтоб все видели, какие тут ужасные подъемы на Альметьевск. А спуски зато хорошие. Проехал 66 километров, еще 94, 93. И потом буду становиться на ночевку. Вот такие вот рапсовые поля кругом. Красота, в общем, неописуемая. А подъемы продолжаются. Еще вдоль дороги очень много дохлых животных. Село Татарский Сарсаз. Вот мечеть, а с другой стороны мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. И в каждом селе, даже маленьком, не маленьком, есть такой мемориал. Хорошо, молодцы. Он, видимо, старый уже, но все же сохранили. Тут даже подобие вечного огня есть. Список небольшой воевавших, но все же. Машины на этом участке носятся, и грузовые, и такие. Узкая трасса, они носятся, блин. Вообще как-то не очень. И вправду, движение по такой дороге было очень трудным и опасным. Особенно, когда тебя нагоняли КамАЗы. Велик просто-напросто уносило в сторону. Проехал уже 90 километров за сегодня. И это 4-й район, Новошишминский. До этого был уже Рыбнослободский, стартовал я с него. Дальше Алексеевский, Чистопольский,
Не знаю, доеду ли я до следующего, до Альметьевского за сегодня. Проехал норму среднего путешественника 100 километров, еще 60. Такое поле красивое, зеленое, а у меня вышла кучка. На самом деле очень прикольное поле. После 10 километров аварийной дороги меня ждал наконец новый асфальт. Прекрасное и уютное место, кафе «Уют». Я сходил в приятный туалет, освежился. И тут случилось нежданное. Упал мой велосипед. К счастью, все было отлично и можно было продолжать путешествие. Поселок Ленина. Домов-то особо не видно, они где-то там кучкуются. Лес там вот глухой. Тоже вон деревья вековые. Церковь Ленина. Видно, что новая, бревенчатая, с золотыми куполами. И тут вот Жигули стоит. Ребят, речка Шишма. А у нее течение хорошее, быстрое. Причем быстрины вот есть. И тут, и тут. Значит, по ней можно сплавляться. Даже сейчас, летом, в июле месяце. Вот она еще такая извилистая. И от Казани так-то недалеко, каких-то 170 километров. Наконец я добрался до первых нефтекачалок, а значит близко Альметьевск и Бугульминская Белебеевская возвышенность. Вот какие здесь просторы. Там вот вдалеке церковь, сейчас будет Ярыклы скоро и Татарское Утяшево. Красивое местечко. Сейчас недавно до 50 километров на спуске разогнался. Это было что-то, я думал колеса подпадают. Я не крутил педали, если бы я еще педали подкручивал. Деревня Ярыклы. До места остановки примерно километров 40-45. Доеду до Кичуя, потом буду искать место для ночевки. Поселок Троицкое. Сейчас будет спуск номер 17. Всего мной было насчитано 60 подъемов и спусков от Чистополя до Альметьевска. Так что это было еще не концом. Самое сложное ждало меня впереди.
Настоящая нефтяная качалка. Вот она. Ура! Даже подойти можно. Но не буду, от греха подальше. Альметьевский район всячески радовал меня своими красивыми и неповторимыми ландшафтами и пейзажами. Все кругом было зелено. Подъемы и спуски, но поднимаясь на очередную возвышенность, открывался красивый вид на новую часть района. Плюс я любовался нефтяными качалками, так как я их раньше не видел. Для меня они были в диковинку. Вот так я примостился, сушу вещи, которые использовал, проверивая их. Хорошее место, тихое, немножко подальше от дороги, но здесь две дороги, одна, вот там, и другая, там основная. Сейчас гигиенические процедуры буду кушать, готовить.